покушение на Навального было совершено по личному распоряжению Путина или как? Безусловно. Так же, как Навальный и Немцов — это номенклатура первого лица. То есть без Путина, да, знаете, такие версии звучат в Украине. Вы часто говорите «наши», «наши», но вы в эфире украинского телевидения, поэтому я уточняю, что речь идет о российских делах, потому что сейчас говорим об этом, да? Вот, Ну, во-первых, это, как впервые осмелилось сказать немецкое руководство, я еще раз подчеркиваю, сегодняшний день для меня, наблюдающий вот с таким же, как и вы, раздражением за реакцией Запада на продолжающееся преступление Путина, сегодня был день сенсационный. Таким языком о Путине раньше не говорили. Мне кажется, что вот пройдена какая-то точка невозврата. Это же очень просто. Это боевое отравляющее вещество. То есть никакая частная лавочка, ну, включая даже какого-нибудь близкого Кремлю, там, Пригожина или Кадырова. Кадыров мог убить кого-нибудь, или Пригожин, но не химическим оружием. но это личная личная печать президента так называемого Путина, да? Вот поэтому я начал с этого. Вот поэтому такая реакция была Меркель. Меркель и западные лидеры поняли, что это печать, направленная им. И нам с вами, мы уже давно знаем, кто стоит за этим убийцей. Он им говорит, да, это сделал я. Я убил Литвиненко, Скрипаля, и вот час Навального. И вы со мной ничего не сделаете. Вот Вы будете продавать Северный поток, вы будете говорить со мной о безопасности и так далее. Вот я думаю, впервые Запад понял, что это личное послание его лидерам.